Всем привет, меня зовут Гаврилева Даяна, мне 22 года. Родом я из Сусалданского Луса. В этом году я окончила Северо-Восточный федеральный университет. По образованию я филолог, изучила китайский язык. И сейчас являюсь магистранткой первого курса, учусь на имиджмейкера и спичрайтера в СУФУ. Я человек целеустремленный, всегда точно знаю, что мне нужно, и прямо иду к цели, как правило, до конца. И считаю себя оптимистом по жизни, стараюсь во всем найти только хорошее, лучшее и цепляться за это. И думаю, что из любой ситуации, пусть и не сразу, но можно извлечь светлые стороны. В этом году я выиграла в конкурсе «Мисс Август» в Салданском Улусе и получила приглашение от организаторов на участие в «Мисс Якутия». И хотелось бы поблагодарить организаторов конкурса «Мисс Август» за такую возможность. Это для меня большое событие, честь и ответственность представлять свой родной Улус в таком масштабном конкурсе. Для меня подготовка перед фотосессией играет очень важную и большую роль, так как ты должна знать, какая твоя рабочая сторона или как правильно позировать, чтобы получились хорошие кадры. И поэтому я обычно провожу время перед зеркалом и репетирую мимику, позы. Но обычно я улыбку заранее не репетирую, потому что улыбка должна быть искренней и естественной. Мне очень нравится танцевать. С танцами я занимаюсь с самого раннего детства. Также люблю петь, бегать и гулять на свежем воздухе. Еще в свободное время я очень люблю готовить. Готовить именно что-то вкусное на десерт. По своим наблюдениям я убедилась в том, что со временем все приоритеты меняются. Допустим, когда-то для меня самое главное в жизни это было успеть самореализоваться. Главным было здоровье, семья, учеба. Но позже я стала думать глубже, и становится очевидно, что все-таки главное в жизни это счастье. Все эти взаимоотношения, успех и семья, это все является инструментами для того, чтобы почувствовать себя счастливым. Поэтому главное в жизни – это счастье. Здравствуйте всем, меня зовут Добрынина Мария, мне 22 года. Родилась и выросла в городе Якутске. Закончила среднюю общеобразовательную школу номер 24, а также 5 классов эстрадного вокала в детской школе искусств. Я бы охарактеризовала себя в 2 словах как любитель приключений. Довольно часто задаваемый вопрос. На самом деле, к участию в конкурсе меня сподвигло, конечно же, приглашение организаторов. Весной этого года я участвовала в конкурсе «Мисс Светский Якутск», и по итогам я вошла в топ-5 конкурса, и также удостоилась личного приглашения от главного организатора «Мисс Республики Саха-Якутия» к участию без кастинга. И, конечно же, я поняла, что не воспользоваться такой возможностью просто будет большой ошибкой. Именно поэтому я решилась на участие в конкурсе. К фотосессии я всегда готовлюсь заранее. Сначала с фотографами мы обсуждаем, какие образы будут примерно, я настраиваюсь, подбираю стилистику и, конечно же, вдохновляюсь какими-то работами известных моделей, известных фотографов. И что, конечно, немаловажно влияет на работу, так как можно посмотреть какие-то интересные примеры, макияжи, и в своей голове уже примерно под себя подстроить. Очень важно подготовиться к фотосессии и чувствовать себя на ней комфортно, поэтому от балды ничего не делается, можно так сказать. На самом деле мне нравится очень многое, но я больше отдаю предпочтение все-таки творчеству. Это такое, как музыка, живопись, мне очень интересно кино, кинематограф сам по себе. И я очень люблю готовить, и к этому я тоже отношусь творчески. Я всегда люблю сочетать какие-то необычные ингредиенты. И если кто помнит мультфильм «Рататуй», то когда мышонок кусал одновременно сыр и клубнику, у меня примерно в голове тоже возникает фейерверк там эмоций. И примерно так, так же, когда я готовлю. Поэтому мне очень нравится этим заниматься. И еще я бы добавила, что мне очень интересно заниматься психологией, так как через нее я
в первую очередь узнаю себя, ну и, конечно же, понимаю мотивы окружающих меня людей. Для меня в жизни, конечно же, важно быть в гармонии с собой и со своим внутренним «я». Когда человек наполнен хорошими эмоциями, он внутри наполнен любовью, то он этими эмоциями делится с окружающим миром, и тогда у него ладится все в жизни, то есть дела идут хорошо и больше коммуникации налаживает. Поэтому очень важно, конечно, сохранять добро внутри себя и нести его в мир. Всем привет! Меня зовут Дьяконова Айталина, и мне 20 лет. Я сама родом из Намского Улуса и на данный момент обучаюсь в Северо-Восточном федеральном университете в финансово-экономическом институте. Если характеризовать себя в двух словах, то я бы сказала, что я очень открытый человек и безумно педантична. То есть я слишком требовательно отношусь к тому, что я делаю. Вообще участие в таком масштабном республиканском конкурсе подразумевает, конечно же, большую ответственность и выходы за рамки своего комфорта. И сделав этот шаг, я решила бросить себе вызов, тем самым узнать, на что я способна, и раскрыть свой потенциал. Если честно, никак, потому что мне кажется, что в фотосессии самое главное ловить связь с фотографом и чтобы вокруг стояла уютная, комфортная атмосфера. С самого раннего детства я очень люблю танцевать, заниматься гимнастикой и заниматься рисованием. Также читать книжки мотивационные и, как и каждая девушка, готовить. Конечно же, в моей жизни на первом месте всегда будет стоять семья. Это мои родные и близкие. Также немаловажно для меня развитие себя как личности и стать самодостаточным человеком. Всем привет! Меня зовут Иванова Кристина, мне 18 лет, я из Черепчинского Улуса из села Юрюнкюль. Учусь я в Якутском педагогическом колледже. В двух словах я могу сказать о себе простая и добрая. Я решилась принять участие в конкурсе ради новых знакомств и впечатлений. Обычно я подбираю образ и перед зеркалом тренируюсь и, как бы сказать, вживаюсь в роль. Мое любимое занятие – это чтение книг, игра на гитаре, а хобби – это легкая атлетика и модельное агентство. Для меня самое главное – это, конечно же, моя семья, друзья и мои мечты. Всем привет! Я Иванова Любовь, мне 20 лет. Я представляю Мгинский Улус, родилась в Хангаласском Улусе, выросла здесь, в Якутске. Занималась спортивными бальными танцами и бисероплетением. Сейчас я являюсь сертифицированным специалистом, окончила медицинский колледж. Я целеустремленная и веселая. Благодаря моим близким и друзьям я здесь. Ну и хочу дать понятие, красота – это не только внешняя, но и внутренняя, духовная. Самое главное, беру с собой хорошее настроение. Я являюсь моделью в модельном агентстве Taya Models, а также занимаюсь фитнесом и очень люблю танцевать. Главное – это любовь, искренние отношения и человеческая доброта. Здравствуйте, меня зовут Киргизова Виктория, мне 23 года, родилась в Красноярском крае, Эвенкийском муниципальном районе. Окончила 2 университета, на данный момент работаю в ЯТВ корреспондентом. Занимаюсь моделингом в модельном агентстве Crystal Models. Я человек харизматичный и целеустремленный. Это была моя мечта, и наконец-то я участница данного конкурса. Что же меня подтолкнуло? Ну, это, наверное, скорее всего, какие-то мои личные убеждения. И это вызов самой себе, проверить себя,
на что я способна очередной раз, и показать себя людям. Ну, если честно, я заранее не готовлюсь, я просто смотрю примерно, какой нужно подобрать макияж, какие нужно подобрать луки для того или иного образа, и настраиваюсь на фотосессию, чтобы показать хороший результат, чтобы фотографии получились хорошими, шикарными и качественными. Ну, я люблю искусство во всех ее проявлениях. Мне нравятся музеи, театры, галереи, музыка, танцы. Еще в свободное время я люблю проводить с родными людьми, читать книги, смотреть сериалы и дегустировать домашнюю кухню. В моей жизни для меня главное все. И учеба, и реализация себя как личности, и семья, и карьера. И самое главное — это здоровье. Здравствуйте, меня зовут Николаева Любовь, мне 23 года. Родилась и выросла в городе Якутске. Студентка Якутского колледжа технологии и дизайна, специальность конструирование, моделирование и технология изделий из меха. Могу охарактеризовать себя в 2 словах. Это я очень общительная и целеустремленная. Участвуя в конкурсе, можно отвлечься от повседневных забот, работы, домашних дел, наполняя жизнь приятными волнениями и разнообразием. Участвуя в конкурсе, можно завести новые знакомства или просто пообщаться с людьми. Процесс подготовки к фотосессии всегда тщательный. Беру самую большую сумку и все самое необходимое. Косметику, 3 пары туфель, ну и так далее. Рисую, люблю ходить в кино, читаю книги. Одна из любимых книг — это книга Николаса Спаркса «Дневник памяти». На мой взгляд, это семья и здоровье, своя недвижимость и дело, которое дает финансовую независимость, обеспечит спокойную жизнь и достойную старость. Всем привет! Меня зовут Окоркова Аня, мне 22 года. Родилась в Амгинском районе, и данный район я буду представлять на конкурсе. Имею бухгалтерское образование, и на данный момент я работаю в визовом центре I Speak English. Я бы охарактеризовала себя как легкого на подъем человека и добрая. На данный конкурс я решилась участвовать благодаря своим друзьям и родным. Перед съемками я советуюсь со своими друзьями, и мы вместе подбираем мой образ. Также насчет идеи мы обдумываем варианты и так далее. В свободное время я хожу на плавание, также увлекаюсь волейболом, баскетболом и футболом. Самое главное, чтобы родные и близкие были здоровы и счастливы. Здравствуйте, меня зовут Пеливан Виктория, я учусь в 11 классе МОБУ СОЖ номер 1 города Якутска. В 2 словах могу охарактеризовать себя как очень целеустремленная и ответственная. Участие в конкурсе «Мисс Республика Саха-Якутия» я приняла достаточно спонтанно, благодаря моим друзьям, которые предложили мне сходить. Я спросила у мамы, и она поддержала меня и сказала: «Да, давай, дочь, иди». И я пришла на конкурс, и в итоге я теперь участница. К каждой фотосессии я готовлюсь очень ответственно, ведь каждая фотосессия требует своей подготовки. И за счет этого я продумываю все возможные варианты, как может проходить фотосессия, продумываю внешний вид, атрибутику и, возможно, позы, какие могут быть подобраны. И так получается хорошая фотосессия. Так как я меломан, то в свободное время люблю слушать музыку, играть на гитаре или петь. А еще мне нравится читать рассказы Куприна. Мой любимый рассказ — это «Гранатовый браслет».
Для меня в жизни это поддержка моих родных и близких, потому что только родные люди могут в любой ситуации тебя очень сильно поддержать. Всё. Приветствую, меня зовут Влада Потапова, мне 23 года, родилась и выросла в городе Якутске. Могу отнести себя к творческой группе людей, обожаю все новое, экстрим, активный отдых, это прям мое. Я заряжаюсь вдохновением и некой энергией особой. А также я работала на телевидении, занималась разными танцами, в том числе балетом, и профессионально работала моделью. На данный момент я развиваюсь в сфере красоты в целях отучиться на специалиста по связям с общественностью и открыть свою студию в направлениях бьюти-индустрии и стиля. Считаю, что, обретая гармонию внутри себя, приобретается успех во всем. Скорее я могу охарактеризовать себя такими качествами, как эмоциональность и добродушность. Сколько помню, у меня многие спрашивали, почему я не иду участвовать в данном конкурсе. Могу сказать, что да, я действительно всегда следила за ним, мне это всегда было близко. Много моих знакомых девочек принимали участие, в том числе за которых я болела. Но этот год оказался особенным для меня. Мне написала председатель отборочной комиссии Марго Гирс и пригласила на кастинг. И я приняла решение попробовать. Подготовка какой-либо съемки для меня это своего рода ритуал. Нужно не только внешне подготовиться, но и понять, какой образ нужно показать. Не будет лишним порепетировать перед зеркалом определенные подходящие позы, а также очень важно найти связь с фотографом. Если все это будет, то снимки, несомненно, получатся удачными. Так как я человек творческий, мне нравится делать что-то своими руками. Обожаю хендмейд и шитье. Также ни один мой день не обходится без музыки. Я пою всегда и везде, внутри себя. С недавних пор увлекаюсь йогой, а в свободное время предпочитаю книги по саморазвитию и психологии. Как бы банально это ни звучало, но я считаю главным для себя семью, ее благополучие и здоровье. Ну и, конечно, не стоит забывать о себе, ведь мы это те, кто есть у нас постоянно, ежесекундно и прямо в этот момент. Поэтому нужно себя любить, уважать и постоянно развивать. Меня зовут Румянцева Саяна, мне 20 лет. Я буду представлять свой Нербинский район. И я учусь на 3-м курсе медицинского института. Могу сказать о себе, что я очень добрый человек и добиваюсь своих целей медленно, но верно. Я решила принять участие в конкурсе после университетского конкурса красоты и таланта «Мисс и мистер СФУ», и мои родные и близкие меня очень поддерживают. Беру для фотосъемки все необходимое и вливаюсь в образ. Я интересуюсь изучением иностранных языков, кулинарией, спортом и редактированием разных родов видеосъемок. Для меня самое главное в жизни – это здоровье и счастье моих родных и близких. Всем привет! Меня зовут Слепцова Имана. Мне 21 год, я представляю Булунский улус, поселок Тикси. Родом я с Момского улуса. Имею диплом юриста средней специальности. На данный момент я студентка 3-го курса EAP. Я целеустремленная и всегда добиваюсь своих целей. Чтобы получить новые яркие эмоции и новые знакомства, для меня всегда было интересно принять участие именно на Мисс Якутия. Работаю над выражением лица и пластикой своего тела. В свободное время я занимаюсь спортом и бисероплетением. Для меня главное в жизни – это моя семья, родные и близкие.
Здравствуйте, меня зовут Сафронеева Туяра Дмитриевна, мне 22 года. Я представляю Амгинский район. В этом году окончила СУФУ и ЯКН СВ РФ. По образованию я педагог. Я бы охарактеризовала себя доброй и целеустремленной, потому что считаю, что эти два качества должны быть в каждом человеке. Я решила поучаствовать в этом конкурсе с целью вдохновиться и огранить свои сильные стороны. Я очень разносторонний и творческий человек, поэтому к фотосессиям готовлюсь очень тщательно. Всегда подбираю какой-то образ и воплощаю его. У меня очень много хобби, но самое любимое, самое такое, которое приносит мне настоящее удовольствие, это пение и изучение этнических инструментов. На данный момент у меня немало инструментов, и все свое свободное время я уделяю им. Для меня в этой жизни самым главным являются мои родные. Но также, помимо этого, цель — найти себя, истинную я. Здравствуйте, я Людмила Тарабукина, мне 22 года, представляю Татинский улус. Я являюсь студенткой 5-го курса медицинского института СУФУ, будущий врач-терапевт. Работаю ассистентом стоматолога в стоматологической клинике «Династия», модель основного состава модельного агентства «Тая Models» и член Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», где активно участвую в организации различных мероприятий, благотворительных акций для детей-сирот, инвалидов и пожилых. Спокойная и уравновешенная. В августе этого года Марго Гирс, председатель отборочной комиссии, пригласила меня на кастинг. Я очень долго думала и в конце сентября решилась пойти. Думаю, что я соответствую всем требованиям. Организаторы меня пригласили, взяли, и вот я здесь. Спасибо большое организаторам конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия» за такую возможность. В фотосессии я подхожу со всей ответственностью, люблю быть уверена в своем образе, поэтому придумываю свой образ до мелочей. Помимо учебы и работы, я очень люблю рисовать, изучаю английский язык, состою в студенческом научном кружке по эндокринологии, очень люблю готовить мучное, различную выпечку, люблю отдыхать на природе, катаюсь на сноуборде, на коньках. Для меня главное в жизни – это моя семья. Я спокойна, когда они счастливы и здоровы. Спасибо им за все. Здравствуйте, меня зовут Рифанова Людмила, мне 17 лет. Я родилась на Амском улусе, но учусь и живу в городе Якутске. В этом году я окончила школу и поступила в Институт зарубежной филологии и регионоведения в Северо-Восточный федеральный университет. Также я параллельно работаю преподавателем по дефиле и фотопозированию в Taya Models. На самом деле, мне кажется, что в двух словах невозможно полностью охарактеризовать человека. Но я могу выделить два качества. Это целеустремленная и открытая. Целеустремленная, потому что если поставлю какую-то цель, я ее добьюсь любыми способами, даже если придется чем-то пожертвовать. А второе качество — это открытость. Открытость не только в общении с людьми, но и ко всему новому. Почему я решила принять участие в конкурсе? Конечно же, в детстве я, как и все маленькие девочки, смотрела конкурсы красоты, «Мисс Якутия», «Мисс Россия», и всегда представляла себя на их месте, но никогда не думала, что это будет реально. Но в этом году Марго Гирс искала девочек и написала также мне, позвала на кастинг. И когда она написала, я была в полном шоке, но я долго думала, нашла много плюсов, как новые знакомства, опыт и, конечно же, главное — это показать себя.
Вот, скорее всего, главная цель — это показать себя. Ну, вообще, фотосессия — это очень важная часть конкурса, и к ней нужно относиться с полной ответственностью. И обычно я узнаю заранее, что будет за фотосессия, в каком стиле, макияж, одежда, прическа — это все очень важно. И после того, как я собираю целый образ, я просто встаю перед зеркалом на пару минут и позирую, вспоминая свои удачные позы, ракурсы. Вот. Но на самом деле фотосессии очень утомляют, и самое главное — это отдохнуть. Ну, на самом деле, моя учеба не дает мне заниматься какими-то иными делами, кроме учебы, потому что я изучаю иностранные языки, это довольно сложно. Но я являюсь моделью, поэтому мое хобби — это моделинг, если это можно назвать хобби. Я люблю ходить на фотосессии, показы, также работаю, но в детстве я окончила цирковую студию акварельки и всю жизнь занимаюсь танцами, это прям мое. Ну, конечно же, для каждого человека в этой жизни главное — это семья, но не нужно забывать про остальные вещи в жизни. Так что мне важно все, но по чуть-чуть. Я хочу брать от жизни все. Здравствуйте, меня зовут Христофорова Виолетта, мне 20 лет. Я с Мирнинского района, являюсь студенткой Якутского колледжа культуры и искусств, 4-й курс, по специальности социально-культурная деятельность, по виду организация постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений. Если грубо сказать, то я будущий режиссер. Если описывать себя в 2 словах, то я излишне эмоциональная и по жизни реалистка. Я решила принять участие в этом конкурсе просто потому, что это являлось мечтой моего дедушки. И в дальнейшем это уже переросло в семейную мечту, что мама, что тетя, что все, все, скажем так, поддерживали и хотели, чтобы я приняла участие. И вот, я решила в этом году стать участницей Мисс Республика Саха-Якутия, чему я очень сильно рада. К фотосессиям я не готовлюсь никак, потому что до участия в конкурсе их у меня не было. Скажем так, у меня сейчас дебют в съемках. Максимум, что я могу сделать, это посмотреть на инстаграм моделей, как они позируют, и что-то переманить к себе. Вот. Мое хобби, любимое занятие — это танцы, пение и актерское мастерство. И они напрямую связаны с моей учебой, так что хобби — это моя учеба. Самое главное для меня в этой жизни — это реализация себя как личность, добиться чего-то в этой жизни, ну и, разумеется, это моя семья. Моя семья — это мой дом, моя вера, моя поддержка. Моя семья для меня — это все. С вами была Виолетта, спасибо за внимание. Привет, меня зовут Ангелина, я ученица 1-й школы города Якутска. Мне 17 лет, я очень активный и веселый человек, очень ответственный. Я состою в школьном совете и являюсь организатором разных мероприятий школьных. Мне это очень интересно. Как я могу охарактеризовать себя? Я, наверное, пушистый ежик, потому что если, я сама по себе очень милый человек, добрый, отзывчивый, но если, вы поступаете со мной плохо, то я могу ответить тем же. Я решила принять участие в конкурсе очень спонтанно. Мои друзья все лето уговаривали меня пойти на кастинг, но я не решалась. Но потом моя подруга тоже ее взяли, и я подумала, почему бы и нет. Я прошла кастинг, и меня взяли. И я этому очень рада. Обычно в фотосессии я не особо сильно готовлюсь. То есть, единственное, я вечером перед зеркалом прорабатываю позы. Перед съемкой я готовлю себя морально. То есть, вхожу в какой-то образ и настраиваю себя на съемку.
Мои любимые хобби — это баскетбол. Им я занимаюсь последние 2 года, мне он очень нравится. До этого я 10 лет занималась художественной гимнастикой, это была почти вся моя жизнь. Я до сих пор люблю гимнастику и сейчас помогаю своим тренерам. Еще я люблю в свободное время рисовать, танцевать. Танцы тоже это просто моя жизнь, без танцев я никуда. Но я думаю, главное в жизни — это найти себя, найти то, что ты любишь, свое дело. И тогда ты обретешь свое счастье, которое ты сможешь дарить людям. Если ты несчастлив, ты не сможешь это отдать людям, то есть не сможешь подарить счастье. И поэтому я думаю, что да, главное найти себя и стать счастливым. Всем привет, меня зовут Черных Татьяна, мне 20 лет, родилась в городе Якутске. Есть диплом среднеспециального образования по специальности банковское дело. Сейчас обучаюсь в Санкт-Петербургском университете технологии управления и экономики по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит. Я могу себя характеризовать как целеустремленный и коммуникабельный человек. В детстве я хотела принять участие на конкурсе «Мисс Россия», поэтому и стала моделью. И в этом году мне предоставилась возможность участвовать на конкурсе «Мисс Республика Саха-Якутия», и я решила попробовать свои силы. Перед фотосессией я продумала образ до мелочей, подготавливаюсь морально, чтобы было легче работать перед камерой. Мое хобби – это и есть моя работа. В свободное время я люблю заниматься танцами, ходить в спортзал. В зимний период времени я люблю кататься на коньках, на сноуборде и на лыжах. Как и для любого человека, для меня самое главное в жизни – это моя семья, начало в которой я родилась, а потом, которую я построю сама. Всем привет, меня зовут Ефимчук Елизавета, я учусь в 33-й школе в 11 классе. Я очень люблю путешествовать, я хочу посетить каждый уголок этого прекрасного мира. На самом деле это очень интересный вопрос. Я бы сказала, что я добрая и жизнерадостная. Каждый конкурс для меня это маленькое испытание, в котором я переступаю каждый раз через себя. И мне очень было интересно попробовать себя в столь масштабном конкурсе. Я очень тщательно готовлюсь к каждой фотосессии, для меня важна каждая деталька, поэтому я часто прошу своих друзей и знакомых разную атрибутику или же одежду. Я очень люблю заниматься спортом, а также читать различные книги, например, как 451 градус по Фаренгейту и «Гордость и предубеждение». Для меня в жизни важна свобода. Свобода в планировании дальнейшей своей жизни. Когда какие-то люди или обстоятельства ставят рамки и ограничения в мою жизнь, мне это доставляет дискомфорт, и я не чувствую себя полноценно счастливой. А мне кажется, что чувствовать себя счастливой – это важно для каждого человека.